Мы возвращаемся в подмосковный Жуковский, где проходят демонстрационные полеты и выступления пилотажных групп на международном авиакосмическом салоне. Боевые задачи аллигатора, уничтожение танков и другой бронетехники противника, борьба с низкоскоростными воздушными целями, проведение разведки и поддержка подразделений сухопутных войск. Аллигатор оснащен самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением. Соосная схема расположения винтов дает ему превосходную устойчивость к противоповокового ветра. Он способен быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. К-52, как и другие российские вертолеты, прошел проверку в реальных боевых условиях, в том числе и во время контртеррористических операций на Ближнем Востоке. А вот таким салютом летчики приветствуют вас! Привет, МАК 2019! Аплодисменты! Аллигатор! Аллигатор — это вертолеты России и двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации. Наши боевые вертолеты К-52, Ми-35М, Ми-28 МТД оснащены высокоэффективными турбованными двигателями семейства ВК-2500, разработки ОДК, высокая мощность, надежность, безопасность. Обеспечивают работу вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом. И, конечно же, в этом жарком климате сегодня работают боевые вертолеты воздушно-космических сил Российской Федерации, в том числе и вот такие красавцы, как наш аллигатор, под управлением Александра Чередниченко и Александра Ощепкова. Браво, вертолетчики! Вы посмотрите, с каким тангажом он выполняет свой пилотаж. Чуть ли не 90 градусов к земле. Это К-52. Наша техника. Камовские машины. Вертолеты России. В небе МАКСа 2019 аллигатор К-52. Аплодисменты летчикам! Сегодня аллигатор заслуженно считается одним из лучших боевых вертолетов мира. Он имеет безыдентичное управление с двух рабочих мест. Оба пилота при необходимости могут взять на себя управление вертолетом и оружием. Кроме того, бортовая система управления в случае, не дай бог, ранения летчиков или потерями работоспособности может самостоятельно привести вертолет на базу в автомате и произвести посадку. На вертолете установлена система аварийного покидания. Она обеспечивает спасение двух членов экипажа практически во всех возможных боевых ситуациях. Единственная машина, винтокрылая машина, оборудованная катапультными креслами. Размещение летчиков в кабине по схеме плечом к плечу упрощает взаимодействие членов экипажа и уменьшает время на принятие решения по физическому состоянию или катапультированию второго пилота. Фонарь выполнен так же, как на самолетах Су-34, что обеспечивает экипажу хороший обзор и комфорт. По уровню бронирования кабины К-52 не имеет аналогов в мире. К-52 может рассматриваться как и учебная боевая машина, так как он решает проблему тренировки в воздухе экипажа. Сам вертолет, как вы видите, достаточно компактен. Его длина с вращающимися винтами около 16 метров. Диаметр несущих винтов 14,5 метров. Аллигатор имеет весьма серьезные летно-тактические и боевые характеристики. Ну а то, что пилотажные характеристики его невероятны, мы это видим. Вот полет Бога только что на скорости почти 100 км в час. Какая машина еще может выполнить подобные выкрутасы? Наши могут. К-52 аллигатор. Аплодисменты! Аплодисменты Александру Чередниченко и Александру Ощепкову. Это вертолеты России! Спасибо большое вертолетам. Как будто свежее, как будто бы после них становится. Но мы продолжаем смотреть в небо. Сегодня, скажу вам по секрету, в небо будем смотреть весь день до вечера. Итак, Коломенский авиационный технический спортивный клуб ДСАФ Россия, Аэродром Коломна, госкорпорация Ростех, холдинг Технодинамика, концерн радиоэлектронной технологии, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг Вертолеты России приветствует вас на МАКСе 2019. Смотрите в небо, над вами самолет Л-410. Какой же авиационный праздник
парашютиста авиационно-технического спортивного клуба ТСАФ России «Аэроград Коломна», история которого неразрывно связана с военно-воздушными силами советской и российской авиации. Организованный в 1934 году Коломенский аэроклуб, позже получивший имя легендарного летчика Михаила Васильевича Воробьянова, подготовил немало военных летчиков. 10 выпускников аэроклуба удостоены звания Героя Советского Союза. Ну и обучение на базе аэроклуба прошли многие космонавты. Итак, в наши дни в аэрограде Коломна выполняется более 100 тысяч парашютных прыжков в год, устанавливаются рекорды в классе больших парашютных формаций, проводятся чемпионаты России и мира. Парашютисты уже произвели отделение от воздушного судна и раскрытие парашютов. Эти парашюты называются крыло, они предназначены для десантирования самолетов и вертолетов людей с большими грузами. Каждый купол в состоянии безопасно доставить на землю парашютиста с грузовым контейнером, тандем пассажиров или, как сегодня, с флагами. Сегодня в воздухе 7 спортсменов, которые раскроют флаги России, госкорпорации Ростех, холдинга Технодинамика, концерна радиоэлектронной технологии, объединенной авиастроительной корпорации, двигатели строительной корпорации и холдинга Вертолеты России. Под флаг России в воздухе я прошу всех встать. И, кстати говоря, флаг Российской Федерации, госкорпорации Ростех выполнены на полотнищах уникально большого размера. Площадь флага России 600, а госкорпорации Ростех 375 квадратных метров. Флаги компании Технодинамика, радиоэлектронной технологии, объединенной авиастроительной корпорации, объединенной двигатели строительной корпорации, холдинга Вертолеты России выполнены в размере 8 на 12 метров. Лишь немногие парашютисты мира выполняют прыжки с флагами подобного размера. Помимо этого, уникальность этого прыжка состоит и в весе флага. Например, вот флаг России, самый большой из представленных вместе с грузом и системой крепления весит более 150 килограмм. Это не считая специальной парашютной системы, одетых спортсменов. И другого необходимого дополнительного оборудования. Ну и давайте представим команду парашютистов аэрограда Коломна, которые находятся сейчас в воздухе и буквально через несколько минут совершат приземление прямо перед вами. Их там слышно все, и ваши аплодисменты, и ваши глаза, которые подняты в небо. Итак, встречайте, Олег Тощев, флаг России, около 4000 прыжков, кандидат в мастера спорта. Алексей Минаев, флагом госкорпорации Ростех, имеет более 24 тысяч прыжков, заслуженный мастер спорта, трехкратный рекордсмен мира, многократный рекордсмен России, чемпион мира в 2001 и 2003 годах, многократный чемпион России. Василий Родин, более 7500 прыжков, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Игорь Пугачев, 9600 прыжков, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Ахат Акрамов, 4000 прыжков, тандем-мастер авиационно-технического спортивного клуба «Аэроград Коломна». Константин Кривошеев, 22 тысячи прыжков, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Владимир Арутюнов, 18 тысяч прыжков, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Воздушный оператор Иван Казанцев, 2700 прыжков, кандидат в мастера спорта и выпускающий на борту самолета Л-410 Антон Ерофеев. Приветствуем флаг России, стоя под ваши аплодисменты, самое большое полотнище из представленных флагов сегодня здесь на МАКСе 2019. С флагом над нами Олег Тощев. Аплодируем спортсмену. Экипаж самолета Л-410, который совершил высадку парашютистов, отправился к себе в родную Коломну. Командир экипажа Сергей Игоревич Деев, опытнейший летчик, инструктор, который провел в воздухе более 7000 часов, и помощник командира сегодня экипажа Владимир Сергеевич Филимонов. Его налет как 10.
Отличная работа, выполнена на все 5. Спортсмены на земле, поаплодируем. Благодарим парашютистов аэрограда «Коломна». Копочка, моя малышка. Еще есть несколько минут для продолжения нашей демонстрационной летной программы на сегодня, поэтому, кто еще не подошел, давайте поскорее подтягивайтесь. Впереди еще очень много всего интересного, громкого, быстрого, комфортного, уникального. Так что, дорогие друзья, подходите. Участников и гостей МАКС-2019 поступило приветствие председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в котором отмечено, что аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых отраслей в экономике России, символом ее интеллектуального и технологического развития. Наукоемкая инновационная продукция отечественных предприятий пользуется высоким спросом как в нашей стране, так и за ее пределами, благодаря своему качеству и надежности. Важно, что достижения
Гашение скорости, обратите внимание, обороты малый газ. И с левой стороны проход на минимальной скорости. Высота 200 метров, скорость около 200 километров в час. Аплодируем, сейчас летчики слышат вас. Сейчас воздух над аэродромом имени Громова. Система управления вооружением МиГ-35 интегрирована оптико-локационной станцией с аппаратурой, созданной с использованием технологий аэрокосмической отрасли. Эта станция отличается увеличенной дальностью действия, обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват целей как днем, так и ночью. И вся существующая перспективная номенклатура авиационных средств поражения для оперативно-тактической авиации интегрируется на МиГ-35 без изменения конструкции самолета. Самолет может эксплуатироваться с полной боевой нагрузкой с передовых и необорудованных аэродромов вблизи линии боевого соприкосновения и с горных аэродромов в любых климатических условиях. Современная бортовая радиолокационная станция самолетов позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей на расстояние до 200 километров. Итак, слева МиГ-35, Дмитрий Селиванов, Михаил Беляев заходят на посадку, включены фары, выпущены шасси, есть касание бетона аэродрома имени Громова, держит стоечку переднюю вверху. Приветствую вас, дорогие друзья, и вот только сейчас на 3 опоры шасси опускается этот прекрасный новейший истребитель. Давайте поаплодируем экипажу. Сейчас летчики поприветствуют вас. Вот останавливают самолет. Поворачиваются к вам. Делают поклон, открывают фонарь. И машет всем зрителям и участникам авиасалона МАКС. Поприветствуем Дмитрий Селиванов, Михаил Александрович Беляев.
ж, уважаемые зрители авиазавода «Макс», сейчас для вас выступит прекрасная пилотажная группа на самолетах Л-39, наши большие друзья, наши всегда долгожданные гости здесь на «Максе». Встречайте, пилотажная группа из Латвии «Baltic Bees», «Балтийские пчелы». Дамы и господа, добрый день! Латвийская пилотажная группа «Балтийские пчелы» приветствует вас здесь, сегодня, на авиазаводе «Макс» в городе Жуковск. Я представляю вам нашу новую пилотажную программу. Сделана для вас 2019. Через несколько мгновений Итак, время пришло. Занимайте лучшие места. Готовьте камеры. Мы скоро начинаем. Пусть наше выступление станет изюминкой авиасалона «Макс» 2019. Другими словами, Лаура хочет сказать, что все, кто разместился на земле, поднимайтесь. Кто стоит боком или спиной к полосе, разворачивайтесь. Проверяйте фототехнику. Через несколько минут понадобятся ваши глаза, ваши руки. Все это мы поднимем в небо и поприветствуем балтийских пчел. Группа была основана в 2008 году, а в 2011 полностью обновила состав и представляет собой в высшей степени профессиональность, организованность, слаженность демонстрации своей показательной программы выступления. А мастерство группового пилотирования на предельно минимальных дистанциях, четкость выполнения фигур высшего пилотажа, динамика и безопасность – это визитная карточка пилотажной группы Baltic Bees. Группа первая частная гражданская пилотажная группа, которая была основана в прибалтийских государствах. Ну и программа демонстрационного выступления группы включает в себя практически не повторяющиеся фигуры пилотажа, выполняемые в плотном строю в составе 6 самолетов. Мы увидим сегодня постоянное перестроение самолетов, расхождение на несколько групп для показа разнообразия фигур программы, кажущейся плавности, легкой в совокупности с одиночным спортивным пилотажем оставляет незабываемое впечатление. И я уверен, такое же впечатление останется и у вас. Итак, внимание, перед собой шестерка самолетов Л-39 пилотажной группы Baltic Bees в разгоне скорости, снижении врывается в наше воздушное пространство. Приветствую всех зрителей и гостей Макса. Включен дым. И шоу начинается.
представляется Артем Солодуха. Знакомьтесь, ведущий группы позывной «Маверик». Закончил Кировоградское высшее авиационное училище летчиков. Имеет общий налет более 1000 часов. Игорь Нюткин, ведомый позывной «Мейджор». Порядка 4000 летных часов. В строю Александр Зарич, ведомый позывной «Смоук», Копченый, выпускник Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков. Имеет общий налет около 3000 часов. Отдельно хочется выделить Валерия Соболева, ведомого. Он же будет демонстрировать сегодня элементы одиночного пилотажа. Его позывной «Батя», причем не только в воздухе, но и в жизни. Выпускник Волчанского авиационного училища летчиков, летчик-инструктор первого класса, мастер спорта СССР, заслуженный пилот России. Освоил такие типы, как Як-52, Як-18Т, Л-29, Утильник-15, Ми-17 и Л-39. Общий налет порядка 4000 летных часов. И Алессандро Сарано, ведомый позывной «Джованни», выпускник Балтийской авиационной академии. Общий налет около 1500 часов. Было перестроение, и вот уже в новой формации. Балтийские пчелы перед вами. Начали перестроение, и вот на ваших глазах сейчас там вдалеке справа компас перестраивается в другой пилотажный порядок, и через мгновение появится здесь для выполнения очередной групповой фигуры высшего пилотажа. Формация балтийских пчел представляет собой соты медовые. Знаете, они такой вот ромбовидной формы. И вот сейчас эти пчелы в воздухе в этой формации включают дым и появляются с правой стороны. Приветствую летчиков. Команда Артема, перестроение в пилотажный порядок «Дельта». Разгон скорости для выполнения группы. Вы смотрели трансляцию демонстрационных полетов и выступлений пилотажных групп на Международном авиакосмическом салоне. Оставайтесь с нами.